Освоение космоса – одна из ярчайших страниц истории человечества. Это значимое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну. Автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы. Первый искусственный спутник Земли, «Спутник-1», был запущен в космос 4 октября в 1957 году, что положило начало исследованию космоса. А уже 12 апреля 1961 года ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. Полет Гагарина продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Его полет стал первой страницей в истории полетов человека за пределы планеты. Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза. А день его полета стал национальным праздником – Днем космонавтики. В космос со временем были отправлены целые орбитальные комплексы. Полет первой женщины-космонавта во всем мире Валентины Терешковой и выход Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут в 1965-м стали огромным достижением. Нельзя не отметить, что в развитии космических технологий Абхазия принимала активное участие. В частности, Сухумский научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии и Сухумский физико-технический институт. Именно питомцев неопита, макак и резусов впервые в СССР отправили в космос. На животных узнавали, какие механизмы центральной нервной системы космонавтов дают сбои, чтобы разработать методы реабилитации после полетов. Все 6 обезьян справились в космосе с заданиями и остались живы. А Сухумский физико-технический институт занимался созданием источников питания для космических объектов, а именно преобразованием термоэлектрических и термоэмиссионных преобразований тепловой энергии в электрическую. В поселке Агудзера на территории научно-технического объекта СФТИ в этом здании в 1962 году был создан термоэлектрический генератор «Ромашка», первой в мире ядерной энергетической установки с непосредственным преобразованием тепловой энергии в электрическую. На заре развития космонавтики использовались, как известно, солнечные батареи. Но они и сейчас используются, но они малой мощности, требуют большие площади для получения более-менее значительной энергии. Кроме того, они должны быть строго ориентированы на Солнце. И в период обращения, когда космический корабль входит в тень Земли, значит, они не работают, нужен аккумулятор, который будет восполнять эту энергию за счет накопленной в период пребывания объекта на светлой стороне. Поэтому возникла идея использовать прямое преобразование тепловой энергии в электрическую с помощью термоэлектрического способа и термоэмиссионного. Там особенно термоэмиссионные может получать очень большие мощности, которые требуется, если, скажем, особенно при полетах к дальним планетам. Кандидат технических наук Олег Козлов работает в СФТИ с 1967 года. Он вспоминает, что еще в советские годы у института было много разработок термоэлектрических преобразований. Был случай, когда американцы выкупили нашу разработку – термоэмиссионный реактор-преобразователь. В настоящее время институт также продолжает разрабатывать технологии для прямого преобразования теплой энергии в электрическую, практически в тех же масштабах. Некоторые технологии производства сохранились только у нас. Многие наши вопросы остались без ответа, так как это, говорят ученые, конфиденциальная информация. Понимаете, в принципе, сам принцип термоэмиссионного и термоэлектрического преобразования, он известен давно. Но воплощая конкретно в какую-то конструкцию, столкнулись разработчики с созданием специальных материалов со специальными свойствами и технологии их получения, понимаете? Вот в основном сейчас ведутся работы в области совершенствования технологий.
Советские космонавты любили приезжать в нашу Абхазию. Легендарный космонавт Юрий Гагарин в ноябре 1964 года по приглашению руководства нашей республики вместе с другими космонавтами посетил Абхазию. Здесь проводились официальные встречи, а также экскурсии по достопримечательностям республики. Полет Гагарина в космос, безусловно, открыл новую эпоху. Эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов. Как далеко зайдет это освоение, чего мы сможем достичь на этом пути, пока не очень ясно. Но космическая наука на протяжении многих лет помогает человечеству решать проблемы, связанные в частности с изменением климата, продовольственной безопасностью, глобальным здравоохранением и гуманитарной помощью. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.